Здравствуйте, меня зовут Айгуль Жексембаевна Жансирикова, и тема сегодняшней нашей лекции – способы изготовления изделий из войлока. Слово «войлок» имеет тюркскую основу и происходит от слова «ойлок», что означает «покрывало». Материал, получаемый в процессе валяния и обладающий хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, называется войлок. Войлок является уплотнительным, прокладочным материалом. Валяние – это технологическая последовательность получения войлока, при котором образуется материал за счет сцепления и переплетения волокон. Шерстяные волокна имеют чешуйчатый слой, и это позволяет волокнам сцепляться между собой под действием пара или горячей воды, растворов кислот или щелочи, сокращаться, тем самым создавая более прочные связи между волокнами. Также процесс валяния шерсти называется войлоковалянием. В процессе войлоковаляния изготавливаемое изделие уменьшается в размерах, то есть усаживается. Соответственно, растет прочность изделия и его плотность. Усадка войлока варьируется от 30 до 80%. Основные этапы войлоковаляния при фабричном изготовлении войлочных изделий – это разрыхление шерсти, смешивание и замасливание смеси, изготовление основ, уплотнение и пропитывание основ и отделка. Почти те же этапы получаются при изготовлении войлока вручную. Разрыхляем шерсть, изготавливаем основу, уплотняем за счет валяния и делаем отделку, если это необходимо. Войлок бывает шерстяной, полушерстяной, когда добавляется синтетические примеси. И в последнее время, благодаря научному техническому прогрессу, получается и минеральный, и химический войлок. Это такие искусственные виды войлока, полотна, которые используются очень часто как технический войлок, бытовой войлок, строительный войлок. Вообще существует три вида или способа или техники валяния. Это мокрое валяние, сухое валяние, и в последнее время очень часто используется дизайнерами смешанный способ валяния. Материалами и инструментами необходимыми для мокрого валяния является сама шерсть. Шерсть больше всего подходит овечья шерсть. Вот здесь вот я привожу пример. Натуральный цвет, прочесанная, промыта, фабричная овечья шерсть, тонкорунный меринос. Шерсть бывает разных цветов, натуральная тоже. Она может быть серого, коричневого, черного и различных оттенков. И при валянии можно использовать эти натуральные цвета, перемешивать между собой, и получается цветная шерсть. Но также можно, конечно, шерсть красить и получать различные цветные виды шерсти, которыми можно наносить различные аппликации и так далее. Также для мокрого валяния необходимы вода, обильное количество воды чаще используется не только во время валяния, но и для того, чтобы промыть готовое изделие, а также мыло. Мыло можно тоже использовать различное, кто какое хочет использовать, но в нашем случае мы используем чаще всего детское мыло. И нужно учитывать, что в процессе мокрого валяния при обильном использовании воды нужно учитывать, что нужно иметь стол, который может переносить влагу и так далее. Мокрым валянием можно изготавливать плоские формы изделия. Это традиционно ковры наши, панно, картины. Также можно изготавливать полуобъемные войлочные изделия с применением различных форм или макетов, колодок. Например, для изготовления шапок мы используем колодки для головных уборов, для изготовления домашних тапочек, колодки для обуви, для изготовления сумок, кошельков, различные другие макеты или лекала и так далее. И в последнее время техникой мокрого валяния можно изготавливать всевозможные изделия для, например, украшения, всевозможные аксессуары,
предметы интерьера, различные объемные формы, как вазы, войлочные цветы, гирлянды и так далее. Вот, например, на мне тоже сейчас войлочная брошь собственного изготовления методом мокрого валяния. Вторая технология или второй способ валяния – это фильцевание, с английского needle felting. Это тоже считается очень античным искусством, дошедшее до наших дней, со времен еще Римской империи. Эта техника использовалась для того, чтобы наносить какие-то рисунки на различные тканые поверхности. И сейчас в современном мире наши мастера тоже используют фильцевание для нанесения различных рисунков на ткани или же для создания сложных войлочных форм. Чаще всего я вот вижу, это делаются игрушки, куклы и так далее. Также для сухого валяния используются специальные иглы, которые различаются по толщине, по виду сечения и по количеству зубчиков. Благодаря этим зубчикам как раз таки происходит как бы сплетение этих шерстяных волокон и сваливание войлока сухим способом. В настоящее время может использоваться сразу несколько игл, и для этого имеются специальные иглодержатели с 3 иглами, там, с 6 иглами, до 12 игл и так далее. Ну и какая-то нужна поверхность, например, поролоновая подложка или такой специальный матик для того, чтобы эти иглы не ломались во время фильцевания. Третий способ, это чаще всего сейчас используется для того, чтобы делать какой-то красивый дизайн, и даже профессиональные дизайнеры используют это. Это смешанный способ, когда мокрое валяние и сухое валяние используются одновременно. То есть, например, мы изготовили изделие из способом мокрого валяния, и, например, пальто, и на него можно нанести какую-то аппликацию или вкатать какой-то узор шерстью сухим методом сухого валяния на готовые изделия. И получается сухое валяние. Ну, хочу продемонстрировать также, вот опять-таки, мокрым валянием мы можем получить, вкатать узор какой-нибудь в основу войлочного изделия, а также мокрым валянием можно комбинировать различные материалы, в том числе натуральный шелк, в данном случае, в него вкатаны, валены узоры, наши национальные казахские узоры из войлока, тонкого войлока. И получается очень интересная фактура. То есть в настоящее время вообще войлоковаляние как бы получило второе рождение, такой существует тренд, бум. Войлочные изделия становятся очень модными, они очень широко используются не только в быту, в интерьере, но из войлока делается одежда, различные аксессуары, игрушки, всевозможные предметы быта, сувениры, подарки и так далее. Очень широкий спектр возможностей изготовления изделий из войлока. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.